Песня говорит, я вижу Алтайские горы и вижу небо, вижу Саянские горы, вижу небо, вижу тайга моего предки, вижу твои глаза, вижу огонь, вижу юрта, вижу бесконечная степь, вижу белый тигр зимой. Ну, на испанском по-другому, но идея Сибирь, моя любовь, Сибирь, мой амор. Я уже как 6 лет путешествую. И раньше, как только летом приехал в Сибирь, я уже живу здесь. И очень уважаю древние традиции из кочевных народов. И это как нелогично, как можно сказать, что я не могу объяснить точно почему я здесь, но мне очень нравится находиться здесь и особенно находиться сегодня с вами и показать некоторые проекты, которые сейчас, как я делаю здесь, в Хакасии. Мы готовили как презентация как на две. Мы разделились, эта презентация, на 2 моменты. Заранее, как я извиняюсь, я не очень грамотно говорю на русском, я надеюсь, что вы все меня понимаете. Если что, у нас там переводчики есть. Как Олеся рассказала, у меня направление как писатель и как музыкант. И так мы будем представлять сегодня эти проекты. Как писатель, я хочу показать литературу. Вот здесь это сайт, который мы создали недавно, как свой сайт. Это несколько книг, которые я публиковал в Колумбии, в Южной Америке. Последняя книга, которую публиковали в 2015 году, называется «Тенгри, el libro de los misterios», который на испанском переводится, ну, как и на русском, может быть, «Тенгри, книг тайнов». Ну, эта книга стихи, свои стихи я написал 49 поэм. Каждое стихотворение есть эпиграфы. Эпиграфы из 3 канонические книги из разных религий. Из Корана, из Библии и из Бхагавад-гита. Бхагавад-гита из Индии. Значит, есть мой поэм и начинается из разных частей. Вот. Почему я дал вот это имя? Потому что Тенгри это как небо. И я понимаю, что все религии как под небо. Как все, что мы создали, вот все равно как под небо, под синим небом. И мы сегодня не смогли переводить свои стихи, но все равно я хочу читать сейчас, как сказать, короткие стихи, что вы чувствуете, как звучит. En la sexta aurora del séptimo mes, un ángel plumas de cóndor sembrará en tu carne, cielo virgen, la palabra, y darás a luz un pájaro sin nombre, un pájaro sin tiempo, sin árbol, sin destino. Darás a luz el dolor de la belleza. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el canto que florece en tus entrañas. Это один из стихов, который я написал. Как недавно я публиковал интервью для хакасской поэзии Детом, он сказал, что невозможно переводить поэзию, да, потому что мы можем рассказать, о чем поэзия, но сама как и эссенция, как и сердце
estaba parecía, mínimo en esta película. No, я тоже публиковал книгу, которая называется «Северия en tus ojos», на русском «Север на твоих глазах». Это в 2014 году. Книга про Сибирь, ну, это короткая книга, может быть, 100 страниц, не длинная книга. В Колумбии есть издательство, называется «El Peregrino Editores», Peregrin, no, Editores. И они каждый год публикуют 5 книг, как маленькая коробка, коллекция, называется «Иммигранты». И каждая короткая книга говорит про разные страны или разные города, но где иммигранты жили. Я написал свою книгу про Сибирь. Там как не маленький тираж, 3000 книг сделали. И я рассказывал там про мой опыт в Сибири. И первая книга, которую я публиковал, называется «Cuentos de mini-cuentos», это сказки. Почему сейчас как говорю об этом? Потому что один из моих проектов, который я сейчас как делаю, это блог. Как это? Блог это, ну, все знают, что это блог, это как веб-сайт, где я пишу каждые 2 недели, каждая неделя про Сибирь. И про музыканты, про творческие люди. Но сначала я хочу показать один видео, который из Колумбии, один друг мой приготовил для этого встречи. Его зовут Андрес Конрадо Монтоя, он сам редактор, он дизайнер, он работает со мной. И мы попросили готовить как речь. Но просто сейчас там в Колумбии 4 утра, и поэтому мы не смогли как сразу говорить с ним, но он готовил короткое видео. И сейчас хочу показать вот это видео. Мы вчера с женой готовили субтитры на русском. Смотрим, если правильно все работает. Queridos amigos de la Biblioteca Nacional de la República Cacasia, los saludos de Colombia. Les agradezco de todo corazón por invitarme a decir unas breves palabras en el evento de mi amigo y compañero de trabajo, Ícaro Valderrama. Es un honor estar aquí, presente más allá del tiempo y el espacio para compartir con ustedes. Mi nombre es Andrés Conrado Montoya Acosta. Soy diseñador gráfico, graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Realicé estudios de caligrafía y fabricación de libros en Argentina, donde estudié después de un viaje de varios meses a lo largo y ancho de Latinoamérica. En mi familia se inculca el amor por las cosas hechas con las propias manos, y desde pequeño aprendí a trabajar la madera. Siento un profundo interés por la música étnica de todos los pueblos ancestrales del mundo y sus instrumentos musicales. Actualmente me encuentro aprendiendo a fabricar e interpretar instrumentos tradicionales de cuerda, gracias en gran medida a las ideas que Ícaro me ha transmitido a lo largo del tiempo. Con mi familia hemos construido en los últimos 10 años un proyecto editorial que busca promover la lectura y la publicación de autores locales. Para lograr este fin buscamos hacer libros económicos pero de alta calidad tanto visual como material. Este proyecto lo llamamos Chiquitico, porque creemos en la bondad intrínseca de las cosas pequeñas. Nuestro proyecto se puede visitar en internet usando la dirección chiquitico.org. Fue gracias a este proyecto que nuestra amistad con Ícaro se consolidó, pero les hablaré de esto más adelante. Entre mis proyectos personales está la marca 64, un número mágico por el que siento un afecto especial. Pueden ver algunos de los proyectos que he realizado bajo esa marca visitando la dirección 64.com. Allí pueden ver diseños de algunos de los proyectos que hemos realizado con Ícaro, incluyendo su primer disco, Transbaikal 2.1, y su sitio web icarovalderrama.com. Tuve la fortuna de conocer a Ícaro cuando trabajábamos juntos en la Universidad Nacional en el departamento editorial de la Facultad de Ciencias Humanas.
Tuvimos a nuestro cargo una colección de literatura, él como editor y yo como diseñador. Posteriormente, cuando fundamos Chiquitico, él se interesó por nuestro proyecto y nos propuso lo que sería nuestra primera obra, un libro hecho a mano, edición de ejemplar único, ofrecido como regalo de jubilación para un eminente profesor de filosofía de una importante universidad colombiana, titulado Gratuidad, Gratitud y Serenidad. A este proyecto siguió la publicación de Cuentos de Minicuentos, del que se hicieron 2 ediciones, una primera de 300 ejemplares y una segunda edición de 1000 ejemplares. Estos proyectos fueron nuestros primeros pasos como editorial y nos impulsaron a perseguir un criterio editorial y estético que nos caracteriza hasta hoy. Como parte del desarrollo de estos y otros proyectos, estoy planeando un viaje que me llevará hasta Jacasia este julio. Un viaje en el que me sentiré muy honrado de conocerlos a ustedes, su milenaria cultura y los lugares maravillosos que su bella patria me permita conocer. Estamos preparando una modesta donación de libros en español de varias editoriales independientes colombianas que humildemente esperamos puedan tener un lugar en la sección de literatura extranjera de su amada Biblioteca Nacional. Les agradezco inmensamente por su tiempo y atención. Muchísimas gracias. Buenas noches. Я немножко добавлю. Вы уже поняли по видео, что Андреас собирается приехать к нам в Хакасию. Приедет он в ближайшее время, этим летом. И, к сожалению, сегодня у нас нет возможности потрогать и полистать издание Икаро, но он обещал привезти все его работы, труды, поэтому у нас будет такая возможность замечательная, ну и мы его будем ждать. Сейчас я хочу показать первый проект, который мы создали вот этот блог, называется «La voz de Siberia», как «Голос Сибири». Здесь я на испанском здесь написано un espacio para dar a conocer, difundir y promover las diferentes expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas de los pueblos сибирян. Это такой сайт, чтобы как показать, распространять и поднимать разные творческие практики, традиционные и современные из сибирских народов. Что-нибудь такое, да? До этого, этот сайт я создал в декабре в прошлом году, и до этого я публиковал 17 статей, 17 постов. Последний был вот вчера или позавчера, называется «Сидетон, guardián del folclore y la lengua хакасов». Это текст, маленький текст про поэт и музыкант хакасский, который вот он сейчас здесь находится. Здесь напишу чуть-чуть про его биографию, почему как он поднимает культуру и сохраняет традиции через его поэзию, через его музыку. И покажу как записи, которые я сам записал на его дом. Это как такой материал очень специальный и очень как красиво повезло, что сделал запись, когда он читает стихи на хакасском языке. Да? Люди, которые читают этот блог, это особенно люди из Латинской Америки. Сейчас я буду показать статистики, да? Но больше людей из Колумбии, у нас есть читатели в Мексике, в Перу. И для нас это как очень важно, чтобы можно слушать, как звучит, например, хакасский язык. Много людей мало знают про Сибирь и про Хакасию. И не просто люди не знают, что существует такой язык, который называется хакасский.
И сами у меня есть много друзей в Колумбии, которые пишут стихи, поэзия, читают русская поэзия, разные стихи. И для них, мне написали, для них было очень интересно слушать, как звучит хакасский язык. Это было очень популярный тоже, один из самых популярных текстов, которые я публиковал, которые много лайки дали, про женский горловой пение. Да? Фотография из группы Тува Кизил из Тувин. Я там расскажу чуть-чуть, что раньше и еще сейчас, как для много людей это как табу, что это неправильно, что женщины поют, что это неправильно, но женщины поют. Видео публиковал 3 видео. Первое видео Джулия Чаркова поет, играет на чатхан, поет горловое пение, хакасское горловое пение, тувинское горловое пение и чорское горловое пение. Много людей прочитали этот текст, смотрели видео и удивились очень. Потому что для нас это как очень ново, все равно. Это древняя традиция, но мало людей знает. Хочу рассказать специально про еще следующий текст, который я публиковал, про Роберт Сагрединов. Это музыкант из Башкирии. Когда я приехал первый раз в Россию, я приехал в Уфе, я жил в Уфе там 1,5 года. И познакомился с это, как очень известный музыкант, он играет на хомус, да, на башкирском языке, называется кубис. И недавно, когда я там сидел на Фейсбуке, мне отправили текст, там большая фотография, мы, как можно сказать, сожалеем, что Роберт Сагрединов умер в этом году, но там написали Якутия, что он якут. Это текст на испанском. И я чувствовал, что надо тоже как написать текст и сказать, что вот он башкир. Маленькие вещи, это Сибирь, но мы только сейчас начинаем узнать про Сибирь, и это очень хорошо, если можно как показать, откуда вот каждый музыкант. Я написал этот текст из фотографии, где он родился, учился, как он сам придумал несколько хомусы. И публиковал видео, вот это видео, которое я сам как сделал запись у него дома в Башкирии. Интересно, что мне написал, например, человек, доктор наука из Франции, из Вьетнама, они самые известные, ученые, которые учатся хомус, Тран Куан Кай, и он написал, что это, как я попробую здесь, можно, пожалуйста, что-нибудь здесь сообщение. Вот. Он написал, вот, поздравляю, Сан, очень хороший и уникальный документ про известный хомусист Роберт Сагрединов. Это было очень хорошо для меня, чтобы люди читают тексты, люди, которые именно учатся и занимаются вот, сибирская музыка и хомус. Хорошо. Сейчас у нас проблемы технические, пожалуйста. Назад вернуться. Это статистика. Вот здесь у нас есть уже статистики, да? До этого момента, подождите, я... Не работает очень хорошо. Да, я отсюда покажу быстренько. Ну, когда мы
создали, вот у нас есть 2137 человек уже читали этот блог. Как это для 6 месяцев, вот это как нормально, как, что уже более 2000 читали здесь, читали наш. И сейчас хочу показать, например, откуда людей. Это статистики из последней недели. Последняя неделя 452 человека из Колумбии читали этот блог, посмотрели блог. На второй момент из Турции, это первая неделя, которая вот в Турции много, может быть, потому что много музыкантов из Хакасии тоже есть друзья в Турции, и Чилтис, и много. И потом Россия 60-59, это одна неделя, вот читают и смотрят. Потом Мексико, Уругвай, Estados Unidos, США, Аргентина, Бразилия. Ну, потом уже в Бразилии 21 человек уже открыли, или 21 раз уже посмотрели. Значит, что люди читают вот это блог, смотрят видео, интересуются. И вот. Не знаю, что случилось здесь с нашей. И про Хакасский, мы публиковали текст про мастер Сергей Чарков, про Алексей Топоев и про Сибдейтон. Мы публиковали тоже текст про... Давай попробуй, пожалуйста, посмотри. Ага. Например, про их народный инструмент и про хомус. Да. Уже 17 текстов мы публиковали на испанском языке. Вот сейчас, я тоже очень хотел показать один текст, который мы публиковали про Кармен Арнаумуро, это антрополог из Испании, она была здесь тоже в Хакасии, и она создала музей в Испании. Музей, где она показывает разные архитектуры, сибирская архитектура. И там они строили хакасская юрта. Да. Сам мастер Сергей Чарков, который здесь сегодня, и его брат, они поехали в Испанию и строили там юрта. Да. Она дала интервью для нашего сайта тоже. Очень интересно, и там есть и видео, где она показывает тут. Вот это проект блог «La Voz de Siberia». Я вижу, что время быстро летит, поэтому хочу сказать, какие у нас есть планы на этот блог. Планы мы хотим публиковать еще тексты про известные музыканты. Мы хотим тоже, у меня есть текст про Александр Катаеков, известный писатель, он тоже готовится. Про археологию нам нужно тоже написать. Про театр, хакасский театр тоже нам нужно написать. Значит, у нас есть много работы тоже, мы хотим тоже общаться с известными людьми, которые именно работают. Почему эмфасис этого блога это хакасский? Потому что я сейчас нахожусь в Хакасии, как сам блог называется «La Voz de Siberia». Но я сейчас как нахожусь здесь, и поэтому эмфасис будет как чуть-чуть хакасский, но все равно там публикуем тексты про тувинская музыка и тоже про русские или другие музыканты, которые интересуются тоже сибирской традицией. Да? Там, например, один человек, который занимается горловой пением, живет, он француз, он путешествует по Сибири, тоже он дал нам интервью. Хорошо, это первый проект, который я хотел показать, называется «La Voz de Siberia», «Голос Сибири».
Второй проект уже по поводу музыки. Не знаю, если уже у нас все? Хорошо. Спасибо. Я очень люблю сибирская музыка, и поэтому, как и в Южной Америке, есть стереотип про Сибирь. Очень мало узнаем про Сибирь в Южной Америке. Как можно сказать, самый как главный образ, это образ как литературный образ. Мы прочитали Достоевский, мы прочитали, может быть, Солженицын. И вот такой образ, это как очень холодно, как и тюрьма, отправляют интеллигенция из Москвы, из Питера, что там умирают, да. И когда я приехал здесь и начал смотреть, что это не так, что здесь очень не так, что действительно очень много народов живут здесь и очень-очень давно. И что здесь древняя культура, древние традиции, и что это очень важно, и что мы не узнали об этом, да. Поэтому найти сибирская музыка в интернет, это возможно, но это не так легко. Это когда уже человек чуть-чуть знает, ищет через YouTube или через ВКонтакте, но это не так просто. Поэтому меня вдохновил этот проект создать радиостанция «Сибирская музыка». И вот сейчас существует, называется Nomadic Sounds. Nomadic Sounds я решил дать это имя на английском, но потому что, к сожалению, сейчас это как